Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Но сначала хочу искренне от всего сердца поблагодарить всех вас за поддержку, за ваше здравие ума. Я счастлива иметь такое большое количество друзей и подписчиков. Спасибо, друзья! Теперь наши новости. Последняя неделя была урожайной в плане спасения хвостиков, если можно так выразиться. Наконец-то приехала та самая Элис из Нальчика, о которой ранее я вам рассказывала. До этого приехали брат с сестрой, ну а теперь та самая девочка, за которую вы переживали, волновались и спрашивали. Она в Москве, она на передержке. Замечательная лоскушка, влилась в коллектив на маленькой передержке квартирной, как будто всегда здесь и жила. Замечательная девчушка. Спасибо вам, друзья, что вы откликнулись на нее, что вы помогаете, что вы помогали и волновались за нее. Из якутского ППЖ нам удалось вывести не 5, как планировалось, а 6 хвостиков. Это Левчик, Рудик, Кепка, Яша, Голубоглазик, В Якутске отменены десятки самолетов, десятки вылетов. Наша чудесная умница, самоедик, должна была вылететь. Привезли ее в 3 часа ночи в аэропорт и даже зарегистрировали. Но вдруг неожиданно пассажирка отказалась. Вырвала талон посадочный, убежала куда-то, прибежала, сдала его обратно. И как только мы не умоляли ее, бесполезно. Не захотела даже разговаривать. Несолоно хлебавши, пришлось везти обратно на платную передержку и ждать другого случая. Ждать летную погоду, окончание пожаров и более добрую пассажирку.
Левчик и Рудик рыжий прилетели на днях на мое кураторство. Устроили их на разных передержках. Вот это Левка! Вот это Левка! Левонька! Лев, ты как, раздражен? Не раздражен? Вот лапа какой. Вообще благородный очень. Очень благородный Левка. Лёв, у тебя такая грива. Ну ты маленькая. Да, ты маленькая. Рыженькая. Рыженький мальчик. Ты мой хороший. Что ж такое мутное это все? Вот такие приехали у нас на ночь глядя. Ты-то боишься, что может упасть. Приехали. Это Левушка. Левушка наш драгоценный мальчик. Ты понимаешь, где ты находишься и как ты это сделаешь? Лёвка хочет пописить. Пошли там, пошли. Найдем где-нибудь. Ты только не перетягивай меня. Давай. Все, мы прилетели с Левушкой. Да, это дерево. Первое московское дерево. Не подходит? Ну уж извини. Это лучше, нет? Тоже нет? Да давай. Ну, прислонись же, господи. Но это лучше. Это лучшее, что есть в Москве. Вот этот маленький рыжик приехал к нам. Вот он, мой сладкий. Ушенька тут, да, у нас болит. Ты мое солнышко, что ты моя хорошенькая. Кто ты, мальчик? Ой, какой ты мальчик. Ты мальчик. Иди пописай. Ну, какой хорошенький. Такое чудо нежное. Трусишенька. Это травочка. Все, приехал наш маленький мальчик. Вон какой худобище. Шкелетик. Он пописать хочет. И откормить осталось. Я спасаю не только якутских собак, спасаю и тех, на кого торкнуло сердце, кто в беде, кто-то где-то нуждается в спасении.
Вот пришла информация, что у этой собаки, Найдочка ее зовут, умерла недавно хозяйка. Осталось несколько животных. 3 собаки и 4 кошки. Одна собака-дворняжечка, вот эта Найдочка, сыну не нужна. Сын их может только выкинуть или усыпить. Поэтому, естественно, что дворняжку уж точно забрала я. А 2 породистых хохлатых забрали другие люди. Эту Найдочку когда-то хозяйка спасла в свое время тоже с улицы, примерно год назад. И она прожила год счастливо со своей хозяйкой. Когда она умерла, животные остались в квартире одни. Но нас предупредили, волонтеров, что надо освободить квартиру от животных. Друзья, в этой квартире после умершей хозяйки остались еще 4 кошки. Никому они не нужны, они вполне здоровые, нормальные, домашние кошки. Вот никому они не нужны. Может быть, кому-то из вас приглянется кошки, котик, просто их надо разобрать, пока не случилась беда и пока они не оказались на улице. Фотографии вот готова вам показать. Когда приехали забирать, Найдочка лежала у порога. Она очень тосковала по хозяйке. Они все очень скучали по своей умершей хозяйке. Ее забрали, и сейчас она также на передержке, там же, где и Элис. Замечательная тоже девчушка, очень хороший аппетит, видимо, изголодавшаяся за последние недели. Ну вот так вот у меня прибавление на моем кураторстве. Друзья, хвостики уезжают, разъезжаются по семьям, а прибывает их больше, чем уехавших. В июле уехали 6 хвостиков по домам. Приехавшим также нужна помощь. Им очень нужна ваша помощь. Друзья, не забывайте, пожалуйста, их. Помогайте. А мы изо всех сил спасаем всех тех, кого успеваем, кого можем спасти, кого получается у нас спасти.